Это усните только на 10 минут и все. Степан был в больничке, у нее сотрясение мозга, она танцевала и ударилась головой. Не дивно, что мозга, я її не заважав наявність КТГ. Это как? А у нас Ахлярую. понимаешь, что я просто понимаете, Ну, и день добрый. Давайте презентацию. Презентация есть? Давайте. а потом материал. Добрый день. А что вы знаете теперь? Ну, это как мы объяснили. Понимаєте? Коли моя, значит, буде осваивать да, сюда, когда я буду. Что такое, не хочешь? Да. Что такое?
Все, какое? Владимир Леонидович, у вас презентация есть? Давайте. Хотел поехать. Замокрился. Так, Олег, скидывайте, значит, так, уголовное и... О, да. Покажите. 8. 8, да? Хорошо. Может? Туди?
А вы что поделаете, что он программа? Ребята побудили еще есть? Ну, коли не хотите, Нормально. Что Ткачев сегодня написал, ну, огульным слухом. Мне правда рассказал один инициатива, на который пришел адмирал. Мы разбирались на фонд подъезд. Вот, что написал в огульном чате. Он шелся. Я приведу своего докладу, а не свой. Уверен сидеть в Не надо мне по телефону. Я презентацию забыл. Блин, один начинает не увлечен, что 0 стартовал покажет. Ну ладно. камеры. Да. Ну, цікавий варіант. Я кажу, тут меньше подобали повторять. Меньше что такое, что мы не однотипные, что мы замышляемся. Не, ну он читательный и нормально это, если Вельми рада вас бачити на нашому науковому семінарі. Ви хочете вас звертати зараз з привітальним словом, виступить намісник директора по науковій праці Володимиром Калмом. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мне очень приятно видеть знакомых лиц в этом зале, в зале Национального исторического музея, на нашем семинаре. Вообще уже становится традицией проведения международных конференций, семинаров, круглых столов, что касается археологии. И, конечно, это очень здорово. Я вчера посмотрела программу и пролистала ее. И посмотрела, что все лица мне знакомы, практически все. И с каждого раза связана какая-то моя
длинная судьба музейная, потому что уже слишком много я, наверное, работаю в музее. И я подумала, что много лет тому назад мы мечтали, многие из вас знают, о создании в нашем музее отдела археологии. Когда я пришла, отдела археологии вообще не было, работала один человек в нашем музее. Но прошли годы, и сегодня у нас этот отдел есть. И не просто есть, он один из лучших отделов нашего музея. И работают в этом отделе замечательные сотрудники, очень интересные люди. Ну, не могу русское слово подобрать, опонтанные. Просто опонтанные, они обожают археологию. Они выезжают на раскопки, они работают над научными своими трудами, они организовывают вот такие мероприятия, на которых сегодня мы присутствуем. И это люди, на которых может положиться руководство. Они никогда не подведут. И это очень приятно. И мы уверены, что многие из них станут великими учеными-археологами. Но это небольшое лирическое отступление, но тем не менее я хотела высказать вот свое отношение ко всем к вам. Уважаемые коллеги, разрешите от имени коллектива нашего музея, от руководства, поздравить вас вот с этим семинаром, скажем так. Тем более накануне праздника, женского праздника 8 марта, всем женщинам поздравляю. И дай Бог вам успехов на вашем поприще. Конечно, желаем вам творческих успехов, научных достижений, высоких достижений, личного счастья. Желаем вам успехов всегда, во всем и везде. И, конечно же, успеха вашему семинару. Я надеюсь, все у вас получится, и мы работу с вами продолжим дальше. Всего вам доброго. Так, ну, в технічній часті нагадаю, що у нас триває 15 минут доклад, 5 хвилин на обміркування. Модератором у нас буде Микола Плавінський, всі його ведуть, слухають. Ось він буде вельми розкажіть за виконання регламенту. Так, шановні господарство, ну, пишуть, що я буду виконувати першу половину дня февраля. Вельми настойчиво нагадываю, что регламент важно выполнять. Тому, кто не будет выполнять, того мы будем принудить. Это властная моя функция, то, что я не люблю. Значит, ну, чего доброго размовлять, начинаем. И первый доклад на нашей секции истории учения помню про археологию бассейна Нёмана Эмилии. Это доклад Александр Вайтович. Обов'язок жити на тих, хто веде шляхи метеоархеології, Богдан Ящикевич, а соціальної ролі археологічного. Дякую. Так. Значить, навколо кожного з присутніх Каліна будувалася питання, а коли працювала археологічні діяльності, а тим, кого це археологія потрібна, кому потрібна, кому увогуле. В этой описании сегодня что-то занимаются сусветные археологические повести, и мне достаются глубоко от этого центра и наши отчетные науковцы. А я хочу сказать, что проблематика социальной роли археологии – это проблематика минувшего часа. Нет. Особенные аспекты этой широкой тематики начали убираться в рамках на развитку археологической науки уже в 19 столетии. Шуман быстрейших того часу звертався на це питання, але напевно у найбільшій ступені для питання турбували Вандаліна Шухевича. Конечно, этот автор не может открыться на никаком ударе с боку историографов и географов. Великарная географичная спадщина на сегодняшний день разбираем. Треба значить, що автори звертали увагу на активну громадянську позицію Шухевича, але ось що іконно писав відносно соціальних функцій археології, роль археолога у житті громадства, ось цей аспект у принципі не розглядався. Тому я пропоную этот невеликий пробел ликвидовать и вернуться до наробка этого будительного деятеля. Тут треба значить, що некого систематичного виходу своїх позицій Шухевич не покинув. А він його наукова спадщина, його експертна спадщина, просто насичений тезами,
тематику. І каналі дозволяє скласти доволі полный образ и довольно подробно реконструировать уявление Шухевича на социальной социальной роли археологии. Ну, в принципе, что такое археология для Шухевича? Я сказал про то, что это наука, яка вивчає як вироби, які відповідають старожитних людей, так і появи думки, тому їх звичні, низки, соціальні поведінки і взаємодії. Тому процес археології він включав і матеріальне, і нематеріальне добытие, и это трохи поднималось огромного розуміння археології на той час. Тим не менше, Шухевич підкреслював, що археологія як наука почала формуватися в 18 столітті, археологія історична почала формуватися у 19 столітті, і початкова археологічна артефакти притягуються в якості ілюстрації, неких схем, реконструювання поставити нових хранів. И то есть вот недавние относные его часы стали звертать увагу на самі артефакти як історичні криниці. І Шухевич підкреслював, що археологічний знаходки – це не ті антики, не заробок антикваріїв, а це повновартісне свідчення життя минулих супольництв. На кошта по меркованию Шухевича это не нужно решать присоединением первых археологических артефактов. Отказ на капитальный время часто касается восстановки животворов, и в принципе все сводится до одного. Наше минулое нам отрадно для того, как есть силы для борьбы за народное признавание, за установление народа. Тут надо отметить, что Шухевич был польским патриотом, он был польский патриот, я бы сказала. И, отповедно, все, что написалось про социальные новости земли, им снялось в якости возможно для обновления польской державы. А теперь мы скажем про археологию и археологичные материалы повинны были выполнять функцию такого подмурку фундаменту нации. Президент, чому так істотна звертатися менавіта до археологічних криниць Володі Шухевича? А все тому, що мова ховання подманить не може. Коли хроніки утримують інформацію, яка може бути інтерпретувати по-разному, то хая інформація, яка змішається у археологічних книгах, вона вельми докладно каже про археологічну глибину. Тут ніяких проблем репутація бути не може, і при всім тим, эта информация правдивая, у отрозники от письмов. Тому археология має надзвичайне значение, надзвичайну роль у вивченні минулого і у будівництві країни, будівництві нації. Але як же супольності, як же широкі повноваження носяться до таких коштовніших книг, коштовніших творчих складників? Про це писали фактично всі автори 19 століття, але Шухевич, напевно, не дуже згоднута реєстрував аудіо картину в якості трохи полономатики, що не всіх. І в цілому картина вельми песимистична. Селяне мешают археологічні артефакти, тому що їх це трудові стрілки, їх можна пошкребсти, використовувати якості веков і все. А татарські могили і шведські могили здорово розборюються. Лекція обов'язковості селяни опирається на обов'язковость більш виховальницького громадства. Шухевич з болем, з жалем пише про те, що багаті люди мало більше скупляють артефакти, до речі, Шухевич день критикує ось цю комітетизацію археології. Люди ходять і скупляють артефакти і після збирають власні музеї, а артефакти не мають ні прив'язки, ні локалізації, ні контексту, нічого. Тому це звичайні антики. І після пише Шухевич, они гуляются, и проходят некие музеи без какой-нибудь привязки. Потому их науковый базы там мешается. Конечно, Наташа Шухевич, є люди, які цікавляться минулим, і вони поповняють фонди музею, Києво-Печерського музея і яких інших установ. Але, каже Шухевич, що вони фактично ідея відповідь до того, що вони дають те, що їм не потрібне, а от коли справа доходить до більш важних аспектів, питання часу, питання формування грошей, тут нічого нема. І вони виключаються на самих великих проблемах вивчення минулого на
мова мігрантського у розумінні Шухевича. Значить, скажімо так, спілкуватися з широким кругом громадського це вірно сумно. А як же у нас виглядає ситуація з власне археологічною повістю? Ну, в принципі, так стало сумно і не весело. А хто не займається археологією нема, коли нехто є, то вельми мало, а коли є і займається, то, на жаль, якось і заняття вельми низькая. І як визначає Шухевич, не раз здається, коли навіть збирають, коли навіть подиктовані люди збирають тільки артефакти, не донатовуючи нічого, що дотичить обставин виявлення знаходок. Тому, в принципі, ситуація виглядає вельми невесело. Але що робити? Тут Шухевич розважає над цим питанням вельми довго, на цьому всі розділ і наукових праць, і особистих характер. І що ж можна реконструювати? Значить, в цілому перед археологами по міркуванню Шухевич стоять наступні задачі. Гэта працягваць до старажытнасці, прычым не проста збіраць прыгожыя рэчы, а накаваць кантэкст выяўлення гэтых знаходак. Наступны момант. Трэба ахоўваць тое, што мы маем, трэба зберагчы тое, што ёсць. Як кажа Шухевич, тое, што у нас захоўваецца, захоўваецца не дзякуючы высілкам, а насуперак таму, што адбываецца. Пры гэтым істотны момант меркавання Шухевича трэба у першую чаргу захоўваць тое, што асвятляе светлыя бакі нашага мінулага. То бок тут, канешне, налицо відавочная, скажем так, корректурный подход за спадщину. Наступний момент, на який Шухевич вельми акцентував, введення якоїсь популяризації відео або популяризації розумового ставлення на археології. Ну і не забувати про те, як пише Шухевич, що археологи, звісно, повинні вивчати минуле, але вони ж усі повинні бути в будущому. І ось гэта громадянська позиція археологів так само повинна адресовуватися вельми виразно. И что же конкретно стоит? Это были, так сказать, огульные ситуации, а что идет конкретно в развитии против позиции примата? Их повинно быть несколько. Значит, первый необходимо пише Шухевич провести инвентаризацию добытков не только центру, не только литовских земель, а и всех белорусских земель, Шухевич вельми докладно разделяет. Значит, треба провести инвентаризацию добытков и археологических, доисторических и исторических помников, допустим, монументальных знаков и их руин. Треба створити карту доисторичних старожитних село і історичних містах. Звісно, пише Шухевич, Покровський і тут не так складає, але ставлення до цих праць у Шухевича вельми зневажливе, не кажу про те, що вони зверталися до поліції, до владу, а поліція розвивалася виконувати інтересування наукової колективи, навіть не один чоловік, а ціле наукове товариство, для того, щоб інвентаризація була суцільна. Далее, ее подкрепление необходимо створение музея старожитности, якого на той момент у належному стані не було. И я подкрепляю, что необходимо, как в этом музее был специальный отдел археологии, где працевали квалифицированные квалифицированные кадры. И тогда можно доносить до широкой публики усю користь і захист археологічної спадщини. Нарешті, як це називати охоч музея? Тут в якості найбільших планов Шухевич пропонує організацію проведення краєзнавчих екскурсій. Поэтому каже, ніхто не бачить внешні народної збережень, а не то, що читає вашого цікаве, завжди знойде. Ну і, безумовно, поскольку археология повинна не только улучшать минулое, а и вести в будущему, Шухевич подкрепляет, что археологам належит иметь активную громадско-политическую позицию и усилять эту позицию обучать. Ну, конечно, на користь польской державы это было такое край. Конечно, археология будет занятая, конечно, археологи не будут робить ничего, утилитку, ничего того, что пропонує Шухевич, что перспективы вымалевываются науковці вельми сумные. Наша спадщина и без того залишається мілітарством соревнования, а до того ж не буде ніяких підстав для створення історії, і кожен захоче, хто захоче, то і може написати
и включить в эти отделы у любые методы, які ему будут потрібні. Таким чином, підсумовуючи, варто означити, що коли філологічні позиції Шухевича, принаймні розуміння предмету археології у авангардній державній науці не були, то його відносини до соціальної ролі археології цілком відповідають тренду свого часу. І розуміння археології, розуміння минулого як істоти на творчої сили було характерно як для різних колов у російській сфері, так і для широких колов у Заходній Європі. Тобто це було цілком своєчасове розважання. Ну і нарешті шмат, які я нагрушений Шухевичем, догетуль не вибили своєї актуальності. І перспективи військової боротьби науковців так само замовляють розходної стіна. Дякую за увагу. Дякую за змістовний доклад. Головне надіюсь, часове питання Кайла з господарством. Скажите, передачка, вот что у вас сказать о Петровской нарках? Они были довольно близко знакомые, явно как наркотов використовували свои. Ну, я це питання докладно сказати не можу, тому що я не відкриваю питання, як Шухевич інтерпретував цю знаходку. Я розказую про те, як він ставився до соціальної ролі соціального контексту археології. Скажу так, того, що я прочитала всі його твори, наскільки я розумію, у гэтым ключі нам ён нигде не захоронал. Может быть, это замуж родственника наркотиков. Таким чином. Один ему был на проектом, А просто ён рисовал, фразы, которые ён говорил, а вот про інших гостів ён не знав. У цьому контексті очень я Ще питання? Нема питань. Питання з семінару слухаєш, цікаво, що саме на церкві ніколи, ну, все читали, і там класі, і народження, там, помните, і от таким от ракурсі, цікаво, прошло 100 годов, больше 100 годов, а те ж самі питання, проблеми, які не вирішили археологи. Наоборот, они стали Початок 20 століття, а розвоєння спадщини. Так, це вельми цікаво, коли ви читаєте ці правди, і бачите, що 100 годов проходить, а нічого не Я повторюю, я читаєте. Що? Дуже важко. правда, как археологов практически. Так, є ще питання? Находит. Окей, ну, чудово, бачу, що доклад викликав прямо одразу дискусію, і це вельми добре. Дякую, велике. Олександр, наступний доклад протягує цю тему Богдані Шухевича, Олександр Михайлович Медведев, Богдані Шухевич, исследователь древности и проблемы. Ну, я больше буду внимание уделять, может, я покажу. Больше внимания уделять научному развитию. Значит, родился в 52 году, это 19, значит, его наследие составляет более 40 статей, в основном они на польском языке, поэтому для наших, допустим, восточных коллег он малоизвестен. Федоровна использовала свои книжки его, но это очень слабо. Внимание к нему опять поднимается в 93 году. Статья «Сбор печатного люди», она так впервые это самое. Однако уже в 92 году общество храмовых памятников Гродненской области, Гродненский университет и институты проводили в нашей конференции, где выступали многие, рассказали про исторический путь и научное развитие. Михаил Михайлович выступал по каменному веку, что это был я, железный век, грубо,
Средневековье, Закровские памятники язычества. Потом, позже, в 2006 году, на конференции в Литве это было повторено. То есть, начиная с 90-х, в серии 100 выдатных директив за авторством Ладышев, насколько понимаю, это разделили его Перу принадлежит также работа, посвященная Липецкому району, где многие исторические выводы поднимают. Ну, а из этой работы я только узнал особенности его домашней жизни, что какие-то у него были проблемы с второй женой. Теперь немножко пройдется по разделу. Каменный мир. Об этом писал Николай Михайлович. Он по каменному методу его разведки Борис Кириллович. Об этом исследовал в памятнике Нюманской культуры. Здесь я привел статью 150-летия рождения Забелы. Он тут пишет о том, что они считают Владимира Шухевича основателем литовского левитоведения, что он сделал очень много, но, к сожалению, они еще проверить не могут, из-за того, что материал был потерян. Дальше, бронзовый век. Он один из первых сделал химический анализ бронзовых изделий, там их 4 из кашетов. Здесь он был один из первых. Это публикация более позднего времени, 2014 года. Здесь он приводит в списке этих анализов, которые материалы более позднего времени, ранее средневековья. Железный век. Железный материал его раскопок не использовал очень широко в своих трудах. Вот это его могильник Ланкийский, который он раскопал, находится из него. Также могильник Липница около Начи. При сравнении с западными материалами, это хорошая такая группа западно-балтской культуры, как в первом тысячелетии до нашего, так и в первом тысячелетии, первой половине нашего. Дальше, потом в Средневековье первое это каменные луганы, вот эта публикация в первом номере Световида, насколько я понимаю, хорошо был знаком с Маевским, который запустил эту серию, и вот Курганы каменные сотни он публиковался уже в первом номере. Есть несколько статей в других номерах. Дальше. Его основной такой выводной работой является в 2018 году «Стрелка археологической жизни». В конце своей жизни, фактически последние 20 лет жизни, он в основном работал по могильникам. Это грунтовые, могильники грунтовые, 90 курганов. Всего получилось около 400 погребений, было им раскопано. И, используя другие материалы, он выделяет 4 экологичных зоны бритвы. Это Курши, Жемайки, Апштайте. И то, что он копал, это каменные курганные могилы вот, в Южной Бритве и территории Беларуси на территории того времени Вильнюсской губернии. Дальше. Эти материалы, эта точка зрения его была поддержана литовскими антропологами, языковедами. Кстати, Казимир Буга считал, что ятвяги, их название произошло от ручья, который рядом с Лидой. Потом об этом писали Барсов, что здесь живет ятвяги Тайнова. Самое поздние работы поэта Муридова Цветковского, она собрала все материалы Шухевича, копала фактически иногда те же самые памятники, добавила своих материалов левобережья, публиковала работу, но работа содержит значительные ошибки, и все-таки она такой упор делает на материалы литовские. Вторая работа, где широко используется материал Шухевича, это работа Витязя, но он в этом смысле он ориентируется на западные, на прусские материалы. К сожалению, с Пруссией мы фактически контактов нашей территории не имела, поэтому
тоже немножко тут надо смотреть, и есть вопросы. И последняя работа в 2012 году вышла в Кибине, ну, это она больше историческая. Следующее. Общественная деятельность. Значит, они создали, польская общественность здесь создала такую общественную комиссию по изучению памяти. Вот видите, она была в 1788, возглавлял ее Шуткевич, они собирались долгое время по квартирам. С чем это было связано? В то время были большие проблемы, и самое царское правительство старалось контролировать. Прежде всего контролировали именно польскую общественность. К примеру, когда в 90-х годах должны были поставить памятник Муравьеву, то были даже приведены в боевую готовность все войска, которые были стационированы в Вильне. Так боялись это самое. Но Богдан Шукевич в политику не полез, а он занимался, первым начал заниматься реставрацией Католического замка. В 1901 году он взял в аренду это место на 12 лет, получил разрешение литераторской комиссии на работу. Там я видел его переписку с Александром Ильичем Спицыным, все его письма, как написано красиво, чувствуется вот подготовка гимназическая, фотографии, состояние. Но, к сожалению, денег было мало, хотя своих денег Богдан Шукевич заказал и кирпич, там вот пытался что-то делать. Единственное, что хватило денег, они какими-то железными спичперебашенными, ну и все. После 1906 года он от этого дела отошел, потому что этот самый, ну, вот одно направление, и сосредоточился в основном на работах дальше. Значит, умер в 19 году, захоронили его, вот это таблица Роберта Шукевича. Сначала было разграблено, но после 2002 года восстановили, собрали все кости, и вот в этом сборнике есть работа, которая немножко антропологическую часть написал Емельянчик, где подробно описывает в том, что там и останки Шукевича. Все свои раскопки Шукевич хранил в таком большом сарае, который находился в его имении иначе. Возможно, они попали в Вильну после войны. Почему? Потому что была такая ситуация, что в конце 80-х годов к нам обратились литовские коллеги. И они нам предлагали забрать коллекцию, похоже, коллекцию Шукевича, они хранили в Вильно в каком-то костюме, не хотели его разгрузить. Вся была проблема в том, только чтобы найти машину, приехать, они не продали, но чего-то помню, когда отказался, и куда делись коллекции Шукевича, мы не знаем. Поэтому это надо. Значит, все же, занимаясь вот, средневековой памятниками, он основное внимание уделял вот именно древности вот этот Цуки или Дальногу. Вот это этнографическая карта Литвы, вот именно четвертая зона стрелка археологичная, то это вот территория Цуки или Дальногу. В последнее время литовцы вот это дело пытаются немножко так с 70-х годов дезавуировать. Почему? Потому что, как вы видите, территория Цуки занимает место, где находятся центры ВКФ. Здесь и Вильна, здесь и Такая, здесь и Перна. То есть, признавая, что это Цуки, что это не территория собственной Литвы, то поэтому начинают с 1977 года болтать по литовской спине, начинает работу на происхождение литовской нации, и там вот как раз идут вопросы о том, что какая-то своя группа была в районе Вильни, в районе Вильнюса, нефильская группа. Ну, к сожалению, не знаю, как это не удастся сейчас выкрутить, почему. Если брать вот вопросы происхождения ВКЛ, как вот рассматривал Лавнянский, то у него, допустим, он располагал Литву,
на правобережную. Это одержимость территории Республики. Сейчас вышла работа 10 года Баранова штата, он уже располагает Литву вот на этой территории. И дальше в Варшаве. То есть это опять на территории Турции. Поэтому у них в последнее время интерес к этой проблеме пути. Но, однако, появилась публикация Михаила Зика по материалам самой Польши. И здесь четко выделяется хорошо две группы. Одна около примыкает с востока к запада к нашему Гродно, а вторая в районе Традичного. То есть, к сожалению, литовские материалы мы использовать не можем, но сейчас можно, используя материалы того Шухевича, восстановить территорию проживания племен и отрядов, которые назывались даже Крупным и Дайном. Дальше, пожалуйста. Вот как делают иногда литовцы, вот первоначальное деление, вот это Зукия, это восточное, вот граница между восточными и западными, как делал половину Фильна, дальше сюда на Литву, Баранович. Эта граница также делал еще, вот, также Барса. Потом они после 1977 года вся вот эта территория стала называться уже Восточным Алпштайнском, а это отдельная зона Юго-Восточного Алпштайнска. То есть переделали просто наименование, хотя здесь четко большое количество гидронимов нуклеарских, они тянутся сюда. То есть, дальше. Почему это сделано литовцами еще с этой стороны? Вот книга 93-го года Зинкевича посвящена Восточной Литве. Ну, для литовцев это очень является таким спорным вопросом. Почему? Потому что, вот смотрите, карта этнических границ на конец 19 века, это перепись, которая проводилась в Российской империи, в начале 20 века. Вот это все белое, это белорусская территория. То есть вся Винниччина, это безусловно Беларусь. Литовцы здесь до 10%. Вот еще эта карта, вы видите, в 20 веке. Вот видите, вот это штрихов буквы. Это, как они написали в этой карте, это язык. Будут ли просто язык. То есть это белорусский язык. Это Паренщиза литовская. То есть литовцы еще интерес к проблемам вот этой территории не столько им важен, потому что видите, последствия 19 событий 20 века этой территории, когда они просто получили эту территорию, да. Теперь вот сейчас важно для наших литовцев. Вот эта граница, видите? Это граница, которую Ленин в 1920 году заключает договор с Литвой. Он этот самый, видите, он включает литовскую территорию Гродно, и Молодечно, Шмяна, то есть вся эта территория. Как сказал Голубев, в первую поездку Литовское независимое государство, они нам предлагали обсуждать границу Минского проекта, границу 20 года. Поэтому, видите, большие заслуги Шухевича в изучении вот ценности этого времени, но, к сожалению, литовцы материалы, особенно южнее Вильна, добавят мобильники, особенно эпохи Средневековья ГГ, Лакоста Петряшки, но публикуют очень слабо. Самые большие работы они проводили на Американке, где он формировался русский национальный парк. Есть достаточно много статей литовской археологии, они повторяют материалы Шухевича и позволяют давно думать. Спасибо. Дякую, Александр Михайлович. Знаєте, будь ласка. Можна репліку питання? Репліку і питання. Я просто звернув увагу на ментальну розробку регіону сучасної Литви. Я предложил бы, что на початку советского периода на литовском географическом уровне вся Вильня, Винниччина, она входила в территорию Алпштайна.
ну, по логике по делу. А Дзуки это другие, ближе до города. А вот раз, когда я читал тенденцию, я это сам зауважил, что ну, не могут дать разные звездичные, и уже обштались, отсунули доллар на помощь, а Вильчина была Вильчина Дзуки. Вот на этом этапе, на графичные Дзуки. Ну, вот у меня все-таки есть воспитание, а где вы тогда бачите вот это вот ядро, потому что старушка Литву, откуда почалися Литву до Мидова, и Мидова, откуда почалися эти процессы. Но я все-таки назначаю как Вильчина. Давайте сначала с этого. Вопрос, что границы нет, границы сути не двигаются. Почему? Потому что еще в 1984 году удалось побывать во время путешествия на автобусе там, рядом с Калышем, есть этнографический такой музей, где расположены, согласно этнографическим областям, литовским, следы застройки и так далее, и так далее. Ну, там четко видно по да? То, что историки после 1977 года используют, это понятно. Ну, признавать, что Вильна их, ну, видите, скрипиану помимо признают, потому что мимо переписи 1897 года никуда не перешли. То, что литовцев в районе Вильны было меньше, чем белорусов, и даже русских, ну, само собой, в городах везде, что было достаточно. Есть работы, допустим, Федора нашего, есть наш историк, он описан, как происходила ассимиляция литовского населения. Там литовцы в 60-х годах, когда занимались островными, они, допустим, изучали в диссертации решена по жительскому городу. Жительский город — это родина Владимира Ильича нашего, это диагноз. Изучали другие все на нашей территории эти составные говоря литовские. Они все нормально в то время относили к зубским говорам, понимаете? Есть карты, там у этого уже различаются, что в предшествующее время их там было балтоязычных населения гораздо больше, однако их ассимиляция шла постепенно. Сначала города, потом местечки, потом осваивались славянским элементом вот эти дороги, а потом уже только сельская местность. Поэтому сохраняется здесь многочисленные анклавы. Причем иногда они сохраняются. Помню, что на этой территории в Либе существует Шатая. У них есть своя, но сохраняется, допустим, анклав Пиляса. Пиляса — это место, где поселили сборки. Они умели свои обязанности по службе, и они сейчас до сих пор сохраняются. У них там, на юге Горловского района, есть литовская школа. Но могильников там, кстати, абсолютно нет. Видите, какие моменты? Насчет поиска, где располагалась Литва Мидова, пускай этим займутся литовские. Задела, допустим, Варусу помещала северо-восточные там, то есть они сами не знают, поэтому они практически не публикуют материалы. Вильна, как вы знаете, она не публиковалась, не будет публиковаться. Кернавель, я знаю только одного человека, который пытался поступать в аспирантуру, но он занимался ремеслом, и стоило ему сказать, что ремесло в Кернавеле, в том числе Костерезно, один в один то, что в Грозных головну, как вы думаете, как он не поступил аспирантуру. Так что, видите, ситуация здесь такая, но материалы эти для нас недоступны, но то, что попало, может, кто будет выступать, рассказывать, что попали Глубовичу цитаты, может, где-то их материалы кто-то видел, посмотреть, что-то видел. Но современные публикации, особенно материалов Вильна, есть, но на таком уровне живут, что есть диссертация, там речь идет о том, что вот ранее керамика в белинских слоях это носит романские черты. Понимаете? Ну, то есть идет игра по керамике. Так что пускай сами ищут, где было Литва Мидова. А также Рушкович, Гулич и все остальные, которые известны по 1219 году.
но не факт, что они находились здесь в районе Минска. Все-таки винтовка большой, чему они принадлежали, где они произвели, Коротенькое питання, Владимирович. После питання до вас Олеся, до вас така пропонова Николай Александрович были в музее Ленности. Давайте почитаем эти коллекции и... Давайте, когда я буду один доклад, я сейчас скажу. Самое что не знаю, чтобы шукать, все лежит на своих местах. Я посмотрел. Не дай бог. Когда оказалось себе не генеральный из Украины забрать, она разработала машину, теперь мы спокойно можем публиковать, вот обзорника, вот его коллекции, и почти коллекции такого размера Смоленской области. А тут побольше стало на другие, нет, нам Зараз побудуем музей новые, записалось больше. Ну, давайте, да, как бы это уже, это что дискуссия. проблема дистрибуции. Скажем так, конкретное питание. Скажите, когда, а вот в околице Петровка, там еще кто-нибудь Кушкевич писал, Кушкевич про околицу Петровка? Нет, он Туда не доходит. туда не доходит, но я просто видел его фотографии, которые был у него в отчете в историческую комиссию, да. Видел его написано. Он только занимался реставрацией. Да, были фотографии Печенка. То есть он взял в аренду островной замок. Вот 12 лет, и он так старался его сберечь, но вкладывал свои деньги, как говорится, общественности кончились практически сразу. Он сколько мог что-то сделал, потом отошел из Маяковский, но сами знаете, кто такой Маяковский, какая у него репутация. Иногда очень последующий, когда он сделал Грозный. Так что момент здесь интересный. Но в его отчетах я вот видел на эти письма, он только пишет только о самом знаке. Вот еще буквально к этому посмотрел, как его письма, извините, почерк обалденный. Вот это, когда эта самая гимназия вырабатывала не такой почерк, как эти письменки, так ровненько, без всяких помарок. Я такой почерк у нас видел только в 45-м году сдавали плановую подвод на Голубовича. Вот это старая школа. У нас, конечно, Шариковички сгубили. Теперь это самое машинка, клавиши. А это показывает вот и аккуратность человека в работе. Все остальное. Дякую, Валентин. Еще раз протягиваем. И наступный докладчик Сергей Гусевич, незаконный дослед чемпионата края. Прошу. Добрый день. Ну, вот у меня больше не по археологии, а больше по самому Скадовскому, его музею. Поэтому исполняется 158 дня его нарождения. Ну, видно, такая дата важная. А в прошлом году 8 мы отмечали 80 лет музея. Вот. Ну, таким чином. Там мышки. Мышки. Ну вот наш музей находится в центре Шонина, в Северном дома. Там есть все выше цикл экспонатов. И вот старание этого музея Ставровский. И он родился 2 листопада 1870 года у семьи Поездов. Батька Викентий Иосиф Викентьевич Ставровский, мать Адольфа, Людмила Адольфовна Масальская, уроженная Масальская, ну вот браты и сестра. И уже заслуги батьки я учился у Полоцким в кадетском корпусе, потом у артиллерийском в училище. Ну и после пошел в службу офицера-артиллериста в 38-м парку артиллеристом, а потом 38-й артиллерийской бригаде. Ну что такое парку, я не разумеете. Это техничный дивизион. Вот. Ну, под час службы
ну, ён чым вылучаўся? Ён быў такі гаспадарны. Ён заведаў пекарні 4 гады, брыгаднай гаспадаркай, займаў шэраг там пастов у церкві сабранні, узнагароджваў церкві суд там і так далей. І трэба сказаць, што ён быў чалавек вельмі шырокіх поглядаў і інтарэсаў. Адной ваеннай службы ён не агранічыўся. Ён быў набойнікам, удасканаліваў штампель і телефон перадатчик, якія знайшлі прымяненні, былі запатэнтованы. Акрамя таго, ён нават арганізаваў метэаралагічную станцыю, кіраваў яе на працягу 10 гадоў. І вось якраз тады ўсё гэта пачыналася, і даследаванні вылучаюцца эксперымент. І падысылаў такія даследаванні на Петербургскую абсерваторыю. Тады ж у тыя часы ён зацікавіўся і гісторыяй. Гісторыю. Ось. І ён падчас адпачынку ездил, а тут он как раз служил, заходил в Беларусь, ездил по нашему краю, покупал вот эти исторические артефакты, предметы некие цікавые. И тогда в 1898 году завелся его первый артикул у часописе «Историчный вестник». А в Копнёвых стеклянный шар, может быть, там почули. І тоді ж там так само говориться про 7 серебряних римських монет, які були знайдені в районі Новогродщини. І тоді там про все розповідається, що там лише ось. Ну, ён ще був з 1912 по 1920 год был членом Ярославского натурально-исторического товариства. То есть он уже тогда, в те часы, когда был еще молодым офицером, зацікавився историей своего родного края. Ну, а уже, когда началась Первая сусветная война, я уже был подполковником и командовал 55-й парковой артиллерийской бригадой. Вот он прошел Первую сусветную войну от початку до конца. И в Польше воевал, и под Барановичами, и возле озера Нарочь, и на себе отрымал управление от немецкой газовой атаки, и будучи человеком верным, добрым и чутливым, он ставил фотоальбом с 300 подозрительных, которые хранятся в музее. Який назвав кровавим слідом. Там больше 300 подозрительных. И там показано, что там родилось. И беженцы, и немцы, и я немцы снимал, зеленые наверх. И, ну, это монаши там. Так что, верно, такие цікавые моменты. Навіть у нас есть в музее фотоздимок с газовой немецкой атакой. Як його виглядить. Коли йде атака. Где газ? Ну, и он был уволен со службы у красовиков 1918 года, а лишь до этого успел закончить Московский императорский экологичный институт. Я раз у Кострычника, как самой революции. Где он был вольным слухачом, каким чином, ну, мы до войны еще, да, учился вольным слухачом. Да, заочно, вольным слухачом. А уже после войны я как раз мусить все-таки, и он на прошлый час был в Москве. Мусить это разные все-таки ему. Вот даже он носит не только забивает людей, а если эту школу оставить на носит, и они не могут нести службу. И он там лечился, как похож час, ну и заодно закончил Императорский институт.
Ну, а согласно декрету новой влади, распускали царскую армию, его, я думаю, звонили, а ее допустим, на свой. А тут в 1920 году в Западной Беларуси ввели польские войска, ее назначали комиссию по оценочной комиссии военных прав по Солнечским повестям, а лишь 26 мая почалось наступление Червоной армии, и его уже 20 липня снова призывают по войску, на этот раз уже в Червоной армии. И он там был, не воевал, правда, был справоводцем уголовного управления нарушальных установ Заволжской, это в Самаре, где нарушали будущих офицеров Червоной армии. Вот. И там он последующий закон был слухачом высших археологических курсов при Самарском державном университете. То есть отличный человек. И нечто родил, и все же что-то учился, заканчивал. И в принципе, когда он пошел, вот его свольнили, уже отвели в резерв в Соколику 21 года, а в Соколику мир, это решили, и он вернулся на Солнечную. И он уже як професійний, подготовлений чоловік, подготовлений почав займатися розкопками, вивчати вокруг своїх Орлович, де він народився, місцевості, много по всему Солнечному повітрі. Ну и таким чином надо сказать, что он над этой справой подходил профессийно. Ну, когда он всем этим занимался и собирал эти речи, робил раскопки, и он вырашил створить, как-то помогали ему солнечане, решил створить Солнечное этнографичное археологическое товариство. Вот. Буквально раз перед году после того, як я вернулся. А перед этим он зробив 8 вистав з документів і старовинних книг, які він збирав на протягу многих десятилетий. И из этого все зацікавило интеллигенцию солнечную, и навык войсковцев. У нас было 79-80 полк пехотный, польской армии. Ось, і ось вони, ось 39-й полк, особливо офіцери, що знаходили цікаві історичні предмети, документи, все передавали йому, підтримували його ось цим керівником. Само все було створено у 24-му році, на початку 24-го року. Перед цим всі отримали приглашення, многі представники інтелігенції Солонівської. Ось, і відбувся у студії установчий сход, і там, на первых, спочатку в них было 15 человек. Это значит, что среди них не все были там просто члены, просто некоторые Рашмида помогали, и той же староста Казакевич, и он так само был членом этого сходу, и еще перед тем осенью он написал письмо, что отправил, что я не повинен обо всем докладывать, всех своих прошений. То есть, фактично, все это признавалось и подтримывалось владами населения. Ну и вот уже с подтримкой возле этого товарищества Ставровский протягнул свою работу по збиранню речей, по копанню улучшению археологической ситуации. А лишь самое цікавое, что в 1924 году первое, что они сделали, это они сделали улучшение населенности Беларуси. Як особливой єдності і корисної польському народу. Такой материальный ставит, да? То есть, наступила такой политика, что проводила польская власть. Вообще у Польши, надо сказать, краеведнавство было еле подтримывалось. Это была державная политика, и они раз краеведнавство наткнулись доказать и свои претензии на границе 1982 года, и то, что все это земли, имеют довольную историю, это все польские земли. Вот. И такая цікава
ситуація була, що признавши товариства, які виникали в Польщі в ті часи, у своїй більшості те, що були у Польщі, відомі, як якраз учили у Гетеманкеру, про те, що були на інших територіях, вони якраз більше підкреслюють свою особливість, агітуються. Ось таким чином. Ну, коли почалося вивчення знову вокруг Горловича, столкнулися з такою ситуацією, що почали розбиратися кургани. Тобто, коли Горлович могильник был, и селяне расширяли могильник и разбирали этот курган. И вот тогда написал правление Новогорского воеводства письмо, и оно дошло до Варшавы, и он выделил со своей фамилией участок, які отдали под могильники, а там вот створили в 1930-м археологічний парк. Треба сказати, на Сонеччині у нас много якраз коля могильника, ось цих курганів прослеживается, они з ними вельми тяжко. Ну, опошні кургани, ви в 14 столітті були родилися, да, і зараз вельми маленькі такі опомники, і вельми тяжко. Ну, коля військових могильників, коли це старожитні люди, то там простіше, зрозуміло. А ось де у інших місцях там, ну, а значить, що це кургани, ну, не завжди вельми складно. Ну, і от ще знайшов два могильники Коля Раскиратовича, хоча у нас і возле Чемеров, по-моєму, могильник Коля, кургани Коля могильника є, в інших місцях. Ось дві країни. Ось, ну, добре. Тоді треба зазначити, що у 28-му році Київся утворився польське краєзнавче товариство, условия, куди вийшло в стоять. Ось, це стало вже офіційним, бо державна політика була така. Ну, треба сказати, що польського краєзнавчого товариства з його суїцями, мовчимостями. Ну, я не одразу, що вперше завод активізували накерунок на відкриття музею Ставровського, щоб помогли їм про свої суїці і так далі. И содействовали тому, что делился, что у этих Горгоренко выделили, что сам президент того часу польского профессора Игнатия Москвы. Ну, там были Свитальский, профессор министра, ну, премьер-министр и министр религии и осветы, там, воевода Новогорский и так далее. То есть, в общем, открытие музея было верный конкретно. Ось Игнатий Москвицкий, ось 20-го вересня было, 29-го года был открытый музей условиями. Это был, ну, частный музей Ставровского. И це польське краєзнавче товариство всячески селян покрило, і музей нас створило секцію, і грошима допомагала Ставровському з этим. Так, добре. И вот вы, когда будете в музей, слева будет сразу по уходе, слева будет портрет Ставровского, а ось это документы целящей кожи. И я открытый музей мост, таким документ отдельный в Европе. Вот, и там все написано, что будет, и там внизу подпись, все, кто присутствует. На квартире документы, вот такие у нас всегда. Москвицкий рапорт. Москвицкий рапорт, да? Да, там все было. И Москвицкого, и Свитальского, и Москвицкого. Ну, там разобрать решить, это уже надо специалистам сказать. Ну,
Далее, найбольш цікавих експонатів, ну, може, це каміння. Судьба музея далее. Это, в общем, ну, я последовательно проводил по Сонеччині. Там у нас спочатку ось у Старовський музей, отдали до Старовського, а потім, надо сказати, музей переїжджав с 29 по 1944 год 14 раз приїжджав. І кожен раз йому приходилося при новому переїзді, якраз, як завжди, приходилося йому на місцевому ринку знову купати свої некоторі експонати. Ось, і ось журнали камінь знайшли у ті часи. Так, у нас є статут ВТЛ 1648 года, без Наполеона. А вот тут у нас вот то, что я знайшов, и кремниевые топоры, и каменные, и затуренные. А и вот у нас еще одна такая цікава речь, я не знаю, я вам чую про это. И вот нашли, они попали дом туда, на глубине полметра. Так, ну и монеты там, у нас если есть. Ось, ну, потім, коли прийшла совєтська влада, спочатку почали картини, там, книги і так далі, звозити в музей з конфіскованих майонів. А потім така інша карта була. У 1640 году Барановичский управление культпросвета забрало себе самых 53 самых лучших экспонатов. Вот от передачи экспонатов у нас первые и четвертые остались на листе от этого. И эти экспонаты возникли подчас войны. И уже подчас войны музей наш працевал, Стабровский я много дорогал эти экспонаты, как вот его не разбирали. Уже после войны он открыл музей новой силы, там наши лекции проводить, все снова проводить в парадах. И там привлекательное письмо было у газете, ему долгой працы и долгого життя, венчавали его 75-годием арешт. У 1948 года его звольнили с працы. Выделили 22,5 тысячи рублей на то, чтобы заработать отдел Великой Отечественной войны в музее. А уже где гроши Стаховский навод не видел, не бачил. А винователи его рассказали. И на этой основе звонили, я не отповедаю, что на советский идеологию. И таким чином он помер у себе, там была хатка его на Комсомольской улице теперешней. Землю забрать ладами и так далее, он там нечто писал и так далее, но все это обматывалось. Правда, он там написал целый широк прац, таких вот шифров у нас сохранятся там о теологии, о астрономии, науках, о долголетии и так далее, то есть вот, свои погляды, ну и безотнение вносит его думки того часа, выдал там. Но, в общем-то, помер я у 15 грудня 1968 года, похоронен он побач со своей першей семьей у Орловича. Ну, там стоят крыжи, там за его кость, на памяти 4 крыжа, жонки двоих детей и, ну, там, я думал, стоит, это все уходится. Ну, вот таким чином человек намагался, а у Влады свои интересы были. Дякую, а вулиця Стабровська. Не, вулиця Стабровська, ну что вы скажете, я думаю, разные пропановы были, а я же покушаю это все. Може, наші семінар, як ви пропонували, послати, може не буде. Коллеги, спуняем дискуссию, спуняем разговор. Час вышел. Улица Комсомол, час вышел. Все. Нет, серьезно, давайте поставим час на дискуссии. Час вышел. Дякую, Великий.
Наступний докладчик Валерий Кузнецов, Варшавская выстава старожитности 1856 года, корреспондент из Беларуси. Шановні колеги, будемо розглядати 656 год. У Польщі і на території Білорусі вже час означається патріотичний Крим, який працює ті роки, до всі відомо повстання 1663 року. В листопаді до этого патріотичного впливу польські антикварії, команди старожитності вирішили провести краєву виставу старожитності і форум мистецтва, і наших ініціаторів виступив відомий мастер Юзеф Сівлер. Ну, мы все видели его картину «Смерть Варвары Радзивилловны», там Варвара и Димон, и такая картина «Попутницкая смерть» Сапата Кунцевича, где его забивают теперь. И вот, в принципе, эта идея дошла по принципу Пола Аматоров, если избирать старожитности. Организатором выставы выступили Александр Краснецкий, напомню, уважаемый, он был головным этим заводачем учил справа и решили до старожитности. И Генрих Стецкий, в основном цікавився України, Євген Завадський, Кароль Барет. Ну, Кароль Барет, я думаю, не только тем, что сбирал старожитности, он был и одним из первых пионеров фотографии у Варшаве и у Польши, в этом вещах. Он не только робив фотознімки, але означався як експериментатор у різних хімічних фотопроцессах. Ему это вельми подобался, и до этого часу он выдал две таких сборника фотоснимков, и его, напевно, уже было на мыце и выдать фотоспособом и те экспонаты, які будуть на виставі. Зрозуміло, що у этой виставі перш за все удзельничали варшавские діячі, варшавские коллекционеры, варшавские антиквари, але некоторые из варшавян в этот час имели стислые способности из белорусских земель. Тому на эту выставу тратили некоторые вещи с теперешней Беларуси, что для нас особливо цікаво. Про эту выставу, яка відкрилася в 1856 году, и прикольно, она планировалась, что будет несколько месяцев, але была великая популярность, великая цікавость, и она задавалась совершенно и захопила еще и наступный год. И про нее можно трактовать не только про проводацию в газетах, а в 1650 был выдвинут и каталог старожитности, и предметов штуки. Вот мы бачим, в каталог и грунтовый, на такие пешки, такие выполнены старожитности. И там было значены у всех экспонатов под номерами, и они были разбиты по хронологии. Починалося все з Єгипта, Асирії, у цей час у Варшаві збирали такі речі, старожитна Греція, Рим, після перейшли організатори для краєвої старожитності, ну і після вже почали якісь розміри, там ще перші крила, зброї була, посуд, мебля, твори мистецтва особисті, що цікаво, що не особливо там, де не було, і так поставлена релігійна мистецтво, хоча можно было бы считать, что Польша, католический дым, правильно католический, католический, так сказать, сегмент, а не такие єврейські. Ось. І дякуючи этому каталогу ми можемо відкривати про ті речі, які тратили у Варшаву на виставу території Білорусі. Ось вистава відкрилася у палаці Потоцька, значить, Август Потоцький, один із організаторів, показали тут палацик. Він є вельми такі його спаяли, але заховався до нашого часу. Спочатку це був палац Тишкевичу, ось ми його бачимо. Так. Ось ми бачимо, що старожитний музей побували у 17 столітті, навіть до нашого часу. Теперь называется палац Тишкевичу. Кароль Бер организовал великие фотознімочные работы на выставе, и выником этих працев стал
став фотоальбом. Треба сказати, що це альбом таких спешил історії Польщі і усіх, так сказати, землях, які були зв'язані з Польщею, у організації ось таких фотоальбомів. І він був виведений великим форматом, інфоліо, оправлений в куру, утримував 30 таблиць і коштував, до речі, 50 рублів за робот. Вельми великі гроші, і кожен пан мог купити такий альбом. Треба було бути яснолюбожним. Ну, тим не менш, опыт был довольно удалый, и альбом тешился популярностью таких верхних колах. Разрешился, теперь альбом зашамался не шмат, он национальный далеко вашего бачить французскую версию, да? А у інших музеїв тільки, у Польщі і інших музеїв Польщі тільки основні артуші, ну, в принципі, некоторые артуші можуть і теперь написали, і вони послідують. Ну, скучненько пробежимся по альбому, значит, вот 30 таблиц, опошняя таблица, мы бачим панскую меду. Это так само, нечто такое, шляхетское. Меди. Барельеф. Настенное упригожение. Скульптура была поставлена богато. Ну, вот с католических речей были несколько распятий. Такие пригожие дали. Барельефи. Було шмат речів європейського, заходу європейського походження, Італія, Германія, Іспанія, Ренесанс, барокко, готика. Ось готичні барельєфи, здається так, Ленінські двері, Резьба по-польськи. Я читати не можу. Ось сюди було вельми шмат. Вот. И серебро было, и шкло, и порцелян, и фарфор. Але бояр обдриховував тільки металічні речі, напевно, боялися ходити більше руки. Так, бачимо. Кубки серебряні. Ага. Ось на этой речі варто спинитися особливо. Це велика серебряна лохань, цивіса. Цікаво тим, що там позначено місце і год її створення. Кополь 1709 год. І цікаво тим, що вона і у центрі, і по боках, і на ручках тут скрозь шляхетські метри. І певно, що з наших білоруських сімей вона головне построїться в центрі Білорусі, але тяжко визначити менавіта кого эти гербы, потому что они не подписаны, а стоят только основные литеры по бокам. И, так сказать, я уже мало пытаюсь расшифровать это, все это вельми тяжко, потому что приходится pracoвать только с фотоздымком, а у наявности на уже нема. Дальше комиссию предоставил Ян Завиша с Кухиш, я думаю, наш археолог. Але у той час це був ще молодий чоловік, який займався розкопками, і на Варшавську виставу він там доставив тільки несколько, так сказати, разных ужитков царевної эпохи. Археологічним експонатом він не дав. Певно, він почав займатися археологією трохи пізніше. Так, друзі, ще нечто серебряне. Різні фігурки, вельми прикольні. Колекція дел. Темы там были со старожитного Риму и Европа ренессансная. Все это было видно прикольно, собрали в таким великом планшете. Так, лыжечки, годинники и разные пригожие немские речи. Оправа серебряная, оправа книжки. Книжки невеликая, оправа видно такая вытонченная работа филигранная. В центре герб, погоня и спорт, да? Это право книжечки Каролины Бонны. На другим боку герб Польши и спорт. Дается руководство. Так? А это розные будики и застежки сразу панских уборов. Самих уборов нема, а все будики серебряные, они заховались и их отстроили. Мы были предметом коллекционирования, сбирания, и вот они провели на выставку. Так, тут розные жезлы.
зброя. Зброя була на виставі шмат. І вона пасувала до патріотичного узлу, тому і ІБ спинився на відповідь доволі подробно. У центрі ми бачимо булаву гетьмана Кароля Хаткевича, а справа генерал гетьмана Януша Радзивілла. Булава Хаткевича здається заховалася, і тепер у Національному музеї на просто не тяжко сказати. Седло, стреля, это некий туречек. Щиты, копья, шлемы, зависит так само нечто усходнее. Огнепальная зброя, пистолеты, шабли. Ну, яка вже вистава, може бути старожителями, больше весь литовские шабли, тут целый набор, там шмат. Вы некоторые тратили у альбом Бэша. Это не манекен, это живой человек, який охорону кольчугу, тримає секірку і нравиться. Стоявший устав. Ну, напевно, народили на фотосессии, для реконструкторов. Так. Это великие, так сказать, уприводження кожної вистави, комплекти присадбитов и тому вот. Так, ну вот мы дошли до самой первой таблицы, и альбом починався, як ми бачимо, з археологічних речей. Старожитні Єгипет, старожитна Греція, Ассирия по альбому его шли, альбом починався з краєвку старожитності. И вот, анализующих эту таблицу и каталог, в принципе, можно выписать то, что там страшно. Так, это та же самая таблица, а это только верхний городок. Слева два просветика, древняя плитация, сборно каталогу, я знайдений у Поставским майонку. Первая фигурка слева – это Замыч, это не Беларусь, а это, так сказать, урожай. Сборно каталогу литовская Москва-Киев. Что такое Гведы? Ну, вот это часто, я же называю, романтичная плынь была моцная, и придумали что угодно. Два Атоманилы – это Польша, Рыцарь так само Польша, а вот под правым Атоманилом снизу маленькая фигурка. Так, это водоперевод водного улетения. Справа от Атоманила медведик. Такая симпатичная фигурка, водоперевод сводена у замковой горы в Кулине. Так, ну, але это гипсовый отлив, який предоставил Кирка. И справа з усім зрозумілий предмет, то розкаляється Киркера, і він там навіть пише, що це некий музичний інструмент. У середині, так, середній ряд этой таблицы, у центрі така спанялая древня з висюльками. Згодно каталогу, вона знайдена так само Поставським майорку, что есть суммерно, в принципе, так сказать. Они у бронзовый век подали, потому что она бронзовая. Ну, по наших сучасных практиках это скорее Жамойц, не 6 года нашей эры. Так, все остальное это Польша. На табличке маленькой слева мы бачим для таких пригожих фигур завалены. Это та самая Польша, хотя и на территории Беларуси, если это самое дело. Все остальное территория Польши, хотя аналогии есть. И унизу, нижний ряд, то, что в Беларуси это самая левая секретка. И на Древней башне написано в колоде, что она знойдена в Ошвянском дворе у 1840 года, как поставлено Болеславом Подчашинским. Ну, Болеслав Подчашинский у Ошвян на самом начальнике Пирашу в этот час. И что цікаво, я принаслуюся из Беларуси, потому что его батька был знаменитым архитектором, будовал шмату Беларуси. Ну, и Болеслав так сам сказал из Беларуси в этот час. Все остальное это Польша и Украина. Так, ну вот, готовившись к той гривне с висюльками, я нашел мальчику докладную аналогию, это литовский каталог, вот такая литовская жамойская прихождение. Производная литовское датование, это традиция. Ну и все.
Так? Ну, это что касается альбома. Сам каталог под самоваты вручения, там можно вывести, значит, найти доходы Беларуси, анализ, там терминология, там упоминается, там сколько способов Литва, а либо треба розуміти Беларусь. Значить, там позначені і ілюзії, які поставили эти экспонаты. В основном это варшавские коллекционеры, які мы имели певну смысл. Разделило, не предоставились, а не предоставились, которые одразу в Варшавскому чи экспонату так само нема. Ось. Ну, матеріали, сподіваюся, будуть нажартовані, і там ще інформація буде там. Дякую, колеги. Питання, колеги? Нема питання? Ну і добре. Тоді наступний докладчик, будь ласка, Олег Дронович, теж був из Гедемина. Расследование видений Владимира и Аляны Голубовича в 30-х годах. День добрий, колеги. Щиро дякую організаторам за запрошення і за залучення нашого семінару, який я справді відсилаю до імен наших попередників, до імен, які, може бути, нам варто частей пригадувати. Я би хотів зробити такий короткий біографічний екскурс у науково-сімейну історію Голубовича. Розповісти і про їхню роль у деконструкції історичного міту Павла Кеннедії, який створився в віку 19 століття. Ну і, може бути, знаходиться по скелю, трошечки пригадати апошні дослідчиків, апошні дослідження, які вносять своє розуміння у эту по-своєму незвиклую історію. Видите, наши персонажи находились далеко между историчной Литвы и Беларуси. Елена Цехак у вас тут походила в области Станислава, это Ивано-Франкивск, да? Сегодняшний. Имел докторат на университете Яна Казимира, вот, Львовский университет, и вот просто знайшла працю в університеті Стефана Баторина у Відні, який просто тоді узмацнявся кадром. Бо він в Англії практично там більше, вже 100 років, а майже 80 років не працював, ні іншого у Відні. Він був одрочений. Там же ж вона, ну так теперь, так. Там же вона познайомилася Єлена Майшова, зі своїм будущим мужем, Владимиром Голубовичем. Знаете, я хотел вам стыдно протестовать. Да, он был молодейший. Нашел публикацию Бруткевича, но там такие форматы не смог импортовать. Ну, когда я вышел дать просто вам сторонку с этими портретами. Егоная семейная история мать Владимира так само великая, колоритная. Егоный батька походил с подмолодочным, так треба сказать. Ну, они виникло бурливое повстание. Я опинився у Екатеринодарі, Краснодарі. Там женився на казачці кубанській. Матері Володимира Голубовича якраз була кубанська казачка. І потім Першою світовою війною вони перемістилися в Сибір, спочатку Омск, где счастливо пережили эту войну, а уже после бурливых подей во всей Европе, после повстания той Польши, которую мы ведаем, незалежной, по программе репатриации Владимир Голубович перебрался на родился Пробков, под Вильнюс, и вот дальнейшая его биография до Другой Светской войны была связана между с Вильней.
Треба сказати, що він навчався у Вінницькому університеті, але спочатку він пішов на право, так і потім він вже перемістився історично на філологічний факультет. І фактично до початку Першої світової війни він активно займався журналістикою, ну, і, можна сказати, публіцистикою. Він заробляв на этом гроші, так, що він жив з того, що вельми активно, найперше у кур'єрі Віленський публікував історичні нариси, а п'ята колонка, скажімо, этого тигурника була цілком отдадена під такі історичні матеріали. Ну, і що цікаво, я вже з 30-х років, до речі, подготовив свою жонку, бо він признавав, що потому археология, она была иностранцем. Елена Олега дала память Владимира Головича. И верно так незвычайно, что все свои працы, такие народные археологические, он давал огляд вот как раз на уровне вот этих публицистических материалов у переважно Курьера Виленским, а так само Натальей Дивном. Ведь я залез на сторонку литовского археологического товарищества, ну и поглядел, что за неделю литовский археолог, сейчас на эти слова, он просто видно, да, специальные предметы. И вы можете поглядеть, что все публикации этого периода у Владимира Луговича про Вильню, это важно то, что мы сегодня назвали такого науково-популярного характера. Реально классичная такая публикация науковая заявляется у Владимира Голубовича только в 1945 году. Вот как раз была посвящена Вильне. И, видите, она выходит в эти краткие сообщения. Ну, ведомое издание. И что цікаво, да, что цікаво о этом списке Литовского археологического товарищества, в этой публикации нема. А или неделю не показывают. Да, разумеется, я бы она уже не выходит у библиографии литовской археологии. Это незвычайный подход. Ну, и вы можете запытаться, откуда, вы можете догадаться, откуда говоря, назва публицистичная, это как раз, это как раз запозычено за артикул «Где жил был железный век Гедвина». Так, это вот как раз публикация о Курьере Виленском 1939 года весною. И в самом конце он анонсует, что вот я вам расскажу, допустим, башня, у нас заплановано на это лето великие раскопки. Так, это где-то. И я обещаю, что как только мы их проведем, я вам на вашем заявлении пропоную свои материалы. Разумеется, уже в вересне я читал, что изменился. Я так разумею, что вот эта публикация 45 года как раз есть выником егоных праць 39 года. Он уже подчас Другой сусветной войны Владимир Голубович и Олег Голубович не смогли проводить расследования. Археологические это. А по-своему, видите, я не назову их легкологичным, зважаючи на космогонию, да, вот яка відбувалася в Європі у ці роки. Спочатку 40-х годів їх прийняли на працю у Литовському музеї мистецтва. Гэта Литовская республика, в Карибине уже уходила в склад Литовской республики. Яны досить геніальною європейською вибором. Видите, альбо треба йти у подземі, там змагатися, альбо от всего отхилиться и вести приватное жилье, мы поселились такой лесничокой, недалеко от Вильни. И вот фактично 3 года мы вовремя не показывались, стараясь на автомобиле не приехать, не обходить, пока Вильни такое тихое, спокойное жилье, насколько это можно было зробить подчас такой войны. Хотя в 43 году немецкие влады хотели набирать новую працовую силу. Уже, видите, Німеччина відчувала природні потреби
проблемы із комунікаційними ресурсами, чи той якби, варіант війни, який вони обрали, якби, подорвав уже под 40 год ресурсы Германии, и, видите, семья Абрамовича потратила под примусовый вывоз на территорию Райха на работу. Не назывался примусовый, а фактично да, добровольно примусовый. Но знову таки им пощечина, и они потратили у Вене, у Музея натуральной истории. Ну, а Ленина працевали физически. Там были опорниками, бортовниками, тягали экспонаты. Ну, а лето бывало, что музей, когда вы будете в Вене, потратите, вы будете сделаны на какой-то аппаратный музей, ну, это имперский музей, так? Так что я со своей профессией, я опынулись зв'язаними навык на промисловых працах досить щільно. Як ви видите, Вена потратила у советскую зону оккупации Австрии, и Голубовичи провели певний період так само фільтраційними лагери МГБ СССР. А видите, обвинуваченных их бок не было, они вышли чистыми, да, и уже по новой программе репатриации они останавливаются у Минска. Вот. А мы же трапляемся эксплуатацию родимым, трапляемся в Минск, и что вы думаете, с верости 45-го по Константина 46-го года они працуют у Академии наук БССР. Я так разумел, Александр нам рассказал про задачу, так это как раз вот с того периода, да, их почв. Ну, а теперь, когда я буду заканчивать по биографичным летам, один я хочу сказать, что потом Голубовичи выезжают уже по еще черговой третьей программе репатриации у Польши, Лоуросу, так, я просто немецкого панования, но я говорю, обучаю, так сказать, а потом, но сам, Алена была у Тони, а сам был у Ростова. Так, и он был членом ПЗПР, польской республики Работничий. Видите, сталинизм у Польши затримался на дальнейшем СССР. Эпоха сталинизма обычно до 56 года. А сюда польские историки вели, короче, что-то на половик, они на тему «Война популярна» напишут про как раз сталинские репрессии у Галии Строграде, есть целые працы про репрессии сельхозархеологов, где он дальше сам таких працей показывал. Голубовичу вашу партию, але, як означають студенти, ён імкнувся запобігти репрессивных деяний, и они признают, что на занятках и вот на деканском житті он ніколи кафедрально ніколи не використовує політичну мотивацію при дискусіях со своїми 12 минут, використовує дискусії со своїми студентами. Ось, але чим його напрацовки нам важно у сенсі науковому, видите, ён спробував зробити деконструкцію этого історичного міту про изменение. Он спочатку взял статус Соликовского, а видите, ну, это по Курску и вообще романтичной традиции, эта легенда про железного волка, про сон Єдиніни, як він після полювання натури вертається з перестроком, що дословно гори замкові. Вся эта легенда была показана по цитатах со Стариковского. Много это цитаты были по-польски. А по-другому, в 19 столетии, то, что мы теперь называем белорусско-литовские хроники, они фактически труки вертались, да? Они выходили в науковую жизнь, вот Стариковский еще их читал, еще на дворе князев Слуцких, разумеете, Лебедичев, через Курску, в этой княжской библиотеке. А и потом, дальше, весьма прекрасно, вот эти хроники, сам правильно поведали,
А у час, коли Волгоще, ми вже вернулись. Так? И вот он сделал реконструкцию под давлением Стрелковского, и он запуск pracoвал с археологическим списком. Так? Он звонок археологического списка. И показал, что Стрелковский те помилково, те одноважные сочетания не сфальшивал, а деформовал саму легенду. І ідея Волковича, як історик, фактично, так, на початку 39-го року була в тим, що Гедемин заснул не свой город, свою столицу не на той горе, как мы видим, Александрова, где сегодня стоит вежа Гедемина, которая самостоятельно 16 столетия, да, походить, а на алтаре, на Кривом городе, так званом. Вот уже в 45 году он публиковал свои планы, так, в публикации. И ось мы бачим топографию старожитной Вильни на уровне 14 столетия. Ну, вот эти замки, які нам відомо, а ось трехкрыжовая гора, так, сам это вот урочище называется Алтарь, там 3 таких поворки. И он стверджал, что по поводу его интерпретации хроник и летописов литовских, белорусских литовских, как раз Кривый город и был власть города. Они князь замок, так, сопровождали, потом уже возникая на том месте, как мы видим, замковая гора, те материалы, які він здобув в сезоні 1939 года, оконченный солидный сезон перед войной, позволяли ему стверджать, что насильниками города, этого горы, были славяне. Ну, на что значит славяне? И он выкористовывал термин «кривичи». И саму назву. Кривич город, Кривогар, выводил Кривичу. Вот, уже убежишь на вот сейчас Николай Ермолович, как бы реанимовал это поведомление и принес на самом свои книги, самые популярные. Ну, я думаю, что, конечно, проблема терминологии вельми серьезная, потому что на Востоке, на уровне там 13 до 14 столетия мы можем сказать про Кривичу. Ну, эти документы, летописи уже там 12 столетия, так чтобы массово не окрестливать это насильство. Хотя, конечно, опошнее доследования уже литовских, чем не да, уже литовских археологов как бы сбогатили нам историческую топографию Вильни 14-15 года, где посылающая информация Оксаны Варенине, на уровне, ну, другого полу 14 столетия они фиксуют такие два ядры в граничье. Вот сама Кривая гора, так, Кривой город и Замковая гора. А вот тут уже возникают такие очаги урбанистичного життя. И вот это конкретно, вот это вот ядро, так, какое потом развивается. Это у вас на Цивитас внутренника. И как раз Янайтис, наш коллега Янайтис, выступал на минулой конференции в этом помешкании, в этом музее, он как-то недобро показывал великие могилки, объем поправки своих могилок, какие он провел на меже Цивитас внутренника, поміж власне Цивитас і Кривою горою. Ну и эти доследования позволяют стверджать, что уже на уровне конца 13 столетия, так, и в разработке конца 13 столетия у Вильни присутствовала вельми великая, шматколькостная славянская громада, славянская община. Ну, максима, это славяне были организованные, то есть и профками были организованные баллы, самое не получается. Але вот это, может быть, формулировка обязательно больше корректная, парламент
значением насельников Кривичка Автома, як Кривичок, но тим не менш, варто помнить, что першую деконструкцию як подання літописного хронікарного, так і свою інтерпретацію археологічного матеріалу про значну присутність славянського насельництва у старожитній війні якраз виконали Голубович. Ну, тоді я вже скончу. От. Дякую, колеги. Я написав свою питання, колеги. Я питання. А ви працювали з матеріалами, що поглибуєш? Публікації. А смотрели? А где ее, что у нас? Не працювали. Ну, тоді нема питання. Є ще? А ваша думка яка? Ви за зараз концепцію? У вас думка є своя? Где вы? Ну, видите, проблема в том, что когда мы тогда разглядим окончательное исследование падения, там, конечно, у вас возникает очень индексикальный, потому что зараз школа урбанализиса, когда я учился, я говорю, дают датировку мураванных побудов у Нижнем замке, так что мы называем, да, з 13 століття. Урбанализис бере хроніку Рівіса, так, яку Тишкевич знайшов, і яку Дубоніс деконструював, показав, що це фальсифікат. І от він пише, да, вот там десь значить, піраміда, так, на якій Міндов побудував католицьку кафедру, а тут її, значить, після цього християнства зруйнують, і от цю піраміду ми сьогодні експонуємо у музеї. Тобто, якби сучасні праці музей, менавіта эта группа, яка вокруг Молдовы Руми, поки музей Володаров рухається, давали датировки, фактично, да, уже навіть не конца, а до середини 13 століття. Причем мураванных конструкций. Знаете, я как грецкий замок, не является до середины 13 століття, будование побудов, в принципе, фантастично. Да? Ну, на замок, там замковые, там, в принципе, ситуация еще было с тобой, то есть там сохранили, жило просто на 7 стал. Но аллея, когда будем брать первую половину 14 столетия, как бы пытаться пробовку делить, так? Да, я так должен до основы, что основным урбанистичным центром той вильни как раз была вот эта вот Кривая Гора. Так я очень похожусь вот в один панкрут. Когда была до 14 столетия, по сути, какие виды стояла? Ну, смотрите, что замковая гора у первой половины 14 столетия не являлась значного городского и фортификационного объекта. Он жилье было на Кривой Горе. Так что Волк, учитывая все, Гребенину приснился там. А может и Виту. Нет, ну Виту это замок, это замковая гора. Замковая гора уже эпоха, да, как Мураванова. Ще питання, колеги? Добре, дякую, Ігор Іванович. Наступний доклад. Николай Плавицкий, модель дослідження експедиції Античного музею Вінницького університету Київської консерваторії, у 33-34 годах. Найперше хочу подякувати Івановичу за те, що він якби розказав вам біографію Голубовича, що є, в принципі, огульним містом. Тому не буду спиняться на біографії, а поговоримо, власне кажучи, нарешті про археологію. І я ще на тому всі попередні зауважу. Всі матеріали, дякую Богу, заховалися, всі матеріали є, з ними можна працювати скільки завгодно, що ви зараз побачите. Одна біда з матеріалами Голубовича. Ось цей тяжкий льос Вінницької археології і тяжкий льос Сходної Європи відбився на справоздачах і на полевой документації. Головною проблемою з матеріалами Голубовича являється те, що у нас немає ні справоздач, ні ніякої документації подготовчої, нічого. В Google рукописної спадщини Голубовича в цього часу її немає такової. Є тільки записи лекцій Олени, які вона робила, десь там участвує якраз у війні.
Ну так ось, я зараз презентую менавіта тое, што тычыцца Павілля, частку матэрыялу. Увогуле з рэгіёна Павілля пачынаюцца працы Главоводчых, пачынаюцца працы Алены, правильно, да, например, яшчэ толькі студэнт у беларускім Павіллі, і 33 год, гэта даследаванне на 5 помніках, мы зноў жа кажам, публікацыі, да, гэта могільнік плошчы Ашмянскага павета, дзе даследавана 17 успамінковскіх курганоў, могільнік Мацелі Старыя, даследаванне на Бекішавай гары Лубінні, гэта яшчэ адзін пункт, які Главоводчы разглядалі ў межах кантэкста ўзнікнення вільні, обследовании урочища Выгон у Лиде и могильник Кармазына. З периодичных помников на территории Беларуси находятся два. Это могильник Плоша и урочища Выгон у Лиде. Ну, так ось, власне, як проводилися дослідження, ось наша головна героїня. Гэта здымкі з нарадовым архівам Цифровым. За спасылку, на які я хочу подякувати Євгену Васовцу. Ёсць такі момент, што спадчына Главоводчых, яна па красе збіраецца, па драбінках збіраецца. Вось гэтыя газетныя артыкулы, гэтыя запісы лекцый, гэта нейкія спробы пошуку інвентарных матэрыялаў по развіцці. На падставе гэтага можна спрабаваць рэканструяваць тое, што як яны рабілі. Гэта не тое, што яны рабілі, напрыклад, мы уяўляем, дзякуючы тэкстам, а вось як гэта было. Ну і, власна, могільнік Плоша. Была заявлена публікацыя гэтага могільніка, яна не адбылася у паваенны час, відавочна па той прычыне, што хутчэй за ўсё ёсць момент, да, заўважыць, што паваенны час Главоводчы нічога не друкуюцца сваёй міжваеннай спадчыны. Да? Зноў жа, іх няма іх уласнай дакументацыі, ім няма з чым працаваць. Але Плоша гэта адзіны помнік, які мы рэальна можам рэканструяваць на падставе інвентару. Да? Гэта тытульная старонка інвентарнай кніжкі музея Стэфана Баторыя міжваеннага, адзінай інвентарнай кніжкі, якая зберігалася. На вялікі жаль, гэтая кніжка утрымлівае толькі Главоводчых, толькі матэрыялы Плошы. Ну і чыста прэзентатыўна, вось што мы бачым, да? Вось што такое Плоша, калі раскласці гэта па комплексах. Все лежит на месте, я думаю. Можно, да. На один слайд назад. Не, назад еще назад. Вот, ну, власне кажучи, что мы бачим? Плоша, это такие классичные усходно-литовские помники, які утрымлівае типовий інвентар з слідами знаходження у пахавальному вогнішчі. Цікавий момент, досить тяжко суаднесці групи курганів, які вилучають Плоші Алена Цигар-Головович и Федор Васильевич Покровский, да, это разные группы, потому что у Алены, можно сказать, была такая великая любовь вилучати групи курганів. Она кожна особливо участок Дніпрополя розглядала як особливий курганний могильник. И на практике, когда поиск, это есть некоторые питания. Вот, значит, какие материалы. Поехали далее. 34 год. Это расследование на территории Виленского воеводства, застенок Свинки, вёска Науры Поставского района, вёска Школьникова Поставского повета, где раскопаны три курганы, знищены до того настроены шкарами. Калиновка Поставского повета вылучены одинковый курган, який не змяшав поховання. Горинова Вилейского повета, где раскопаны три курганы. И далее разведки. Разведки по накерунку Кобыльник, Свинка, Мязов, Навра, Речки, Сурамец, Вилейка, Бояры, Свято, Душка. Вот эта разведка Кобыльника до Вилейки дуже цікавая, бо зрозуміло, наколькі продумано в Оголе працювала Алена Цигар-Головович. Яны робили не просто працы для працы, як часто бывает, а гэта вельмі досконалая программа доследования территории. Это разведка по водоподелу, да, по участку великого европейского водоподела, конкретно на Мязищине. И ставятся докладные методы выучения различных помников эпохи
сярэднявечна, якія могуць быць звязаныя з гандлёвымі камунікацыямі. І ў межах гэтых разведак былі упершыню праведзены абследаванні на гарадзішчы на востраве Замак на возеры Мядзел. Такі помнік, які мы сёння яшчэ будзем узгадваць. Ну, гэта, уласна кажучы, той старажытнарускі Мядзел, які узгадваецца пісьмовых крыніцах у лісце Гетмана па 1325 годзе па апошняй рэканструкцыі Сергея Полікова. І што, у выніку гэтай разведкі сабраны керамічны матэрыял, фрагменты кругового посуду, 9 адзінак гэтага кругового посуду, які вельмі аналагічны, вельмі тыповы, падобны да таго, што збіраў пасля Алексея, што знаходзіў Ткачоў і што было выявлена падчас нашых разведак. У 2004 годзе тут даследавана 7 курганоў, якія змяшчалі безэлементарнае пахаванне. Калі мы пачынаем працаваць з матэрыялам, мы бачым, што пад біркай курганнага могільніка Кусніцы маецца кальцынаваная костка з пяском, але маецца фрагмент грубай ляпной керамікі і мініатюрная жалезная сетка са слідамі акалін. Ну, по кераміцы сказаць штосьці цяжка, гэта стенкі, ўсё, адпаведна, бітная стенка у нашых умовах Мядзельшчыны, калі яна не шліфаваная, то яна, ну, как бы, все равно вельмі широко находится, да? И ці звязана она с пахаваннем, цяжка сказаць, бо следов знаходжання пахавальных вогнішчы няма. Цікавая секера, гэта тыповы пахавальны абрад для балтскіх старажытнасцяў, для літоўскіх старажытнасцяў. Мініатюрная секера, гэта не боевая секера, гэта вось гэта батымныя рэчы, якія клаліся ў пахаванні, яна менш за 10 сантиметров, і вызначаецца яе датаванне ў межах другой паловы 14-го, початку 15 стагоддзя, калі бралі тыпалогію Евгениуса Свіцкіса. Галоўнае пытанне ў тым, як вось гэты наяўны матэрыял звязаны з тэкстам Голубовіча пра пахаванне без інвентара. Сказаць цяжка. Калі гэта сапраўды пахаванне інвентара, асабліва секера, гэта цікавы момант, гэта дадзеным рэгіёне, гэта, напэўна, самы усходні помнік з балскімі матэрыяламі. І самы позні пахавальны помнік, які мы ведаем. Курганны могільнік Галінова. Двойчы да яго звярталіся. У 2004 годзе даследавана 3 курганы, пасля ў 2007 годзе 12 курганов. На вялікі жаль, я вам не пакажу матэрыялы на з гэтага пахавальнага комплексу, бо не апрацоўваў, так атрымалася. Могу напісаць, што сёння могільнік выглядае досыць катастрафічна, все курганы пакапаныя. Есть у початку минулого года, там еще и перерывали лес, тому такая классичная, умно кажущая для наших местинов ситуация. Ну и комплекс археологических помников Навры. Не пужайтесь, я не буду вам рассказать про Навру зараз. Мы уже трошку притомимся от этого. Одно, что працы Голубовича были сконцентрированы на основный курганный могильник, группа 1, и 10 войсков находятся решали. Напомню, невеличкие курганные группы курганов с 15, які учились цалком для Стефана Голубовичами у 1934 году, был снятый план этого пахавального комплекса, это план 1934 года, снятый международной экспедиции, это план 1987 года, снятый Александром Николаевичем Плавицким. Ну, а это уже наш план. В принципе, все подобно, хотя до конца мы их так и не состыковали. Есть особливость, потому что нам надо добро важно, что Голубович назад насыпи не насыпали. Копали они не добро, а назад насыпи не насыпали. Ну и просто на прикладе Навра можно сказать, что пакуль на вялікі жаль, далёка не заўжды беларуская археалогія узнялася на ўзроўні 1934 года. Ось 5 гадоў прайшло, трэба разумець, што па выніках раскопак у Голубовича была зроблена антропологія у Наврах, у Голубовича былі зроблены аналізы металу, у Голубовича працаваў геолог у экспедыцыі. Вельмі хацелася, каб сёння усе тыя, хто даследуюць пахавальныя помнікі, працавалі хотя б напалову на такім узроўні, як працавалі Голубовичы. Ну і зноў жа, лічучы, што гэта ілюстратыўны варыянт,
скажем так, результативный доклад. А самое главное, что в этом докладе я хотел на это пошурши поколения продемонстрировать, что все материалы есть, працуйте коли ласка. Да? Не треба перечитывать историографию 250 разов и думать на тему, а что ж он написал. А типа, какие функции он лежит, я думал. На фоне археологічного комплексу Наври есть маленькая такая нотатка с якраз газетного артикула Владимира Голубовича, подписанная классично им блог на фоне раскопок Навр. Да? Это такое лиричное отступление, але оно вельми прихожее, мне подобается. Проводим земляные операции каля вёски Навры в Полтавском повете. У нас працуе некалькі жанчын, сонце бязлітасна святаше, на шее и руках праз некалькі дзён з'явіцца кукеря для трёхов, тело обливается потом, душно, кашули работников прилипли до схуднелых пешаков, як мокрые пластины. Можно увидеть, какая тяжкая веревка, полная вельботной сдобытой снизу земли. Однако жанчына, ровная мужчинам, навык выявляет в праце большую заудятость. Людей распинают плечи, коротей отпочивают, здавалося, яны больш придатные и призвычайные до протягу тяжкой фізичной працы. Иллюстрации гэтага часу у нас няма, але у нас есть иллюстрация с минулого года. Вы бачите, ну, правда, рыбёками мы уже не копаем, дякую Богу, але ось, власне кажучи, нічого за 85 годов не змінилося, і в мікроскопах у нас жіночого полу зараз, да, і на раскопі працюють переважно одні дівчата, не так описується. Ні, ну, хлопці здесь серйозно, але що ви в цей момент робити тяжко. Ну, ось, власне кажучи, про что учим основный пафос, есть генеральная проблема, нема документации. Да? Это вельми тяжко для реконструкции неких стратеграфий, в першую чергу, и это тычется, на этой вельми тычется нешматліких поселенчых помников, які Голубович копали. Бо основна їх скерованість була на поховання помників. Але з комплексами працювати можна, все чудовно можна реконструювати, і маючи ті публікації, які ми маємо, ті газетні нотатки, які ми маємо, ми цілком можемо обновляти, спробувати обновляти матеріали дослідження Олени Голубович у білоруській фамілії і на північному заході Білорусі у принципі. Ну, ні, так, дякую за увагу. Вы упомянули Кремазин, да? Кремазин был такой ведомости, как А я, ну, чисто, я пункт, это категория Литвы, я не опубликована, я их не дозер. Хорошо, Междурис, они тоже опубликовали, по-моему, территорию Литвы, мы копали в 2004 году, но они там публикации ведомости, как являются нормальными фотографиями, рисунками. Да, точно территорию Литвы я не брал, я брал на это белорусское. Получается, что территория Литвы документация сохранилась? Нет, нет документации няма. То, что есть у публикациях, то и у нас есть. Подождите, а в целом большой музей, который сильно опубликован был с фотографиями? А это не Голубович? Это самое. Зараз. Ну, Александр Михайлович. Пригожая зеленая книжка. Жвирли, да, жвирляет. Это не Голубович, это, я не помню, пожалуйста, по наторе, это не красный. Ну, там тоже достаточно, по-моему, есть данные, описание подведения, курганов, местонахождения, рисунки. Там все есть. Ну, потому что это Варшава. Я могу заховываться в Варшаве. Просто, может быть, самое великие материалы все на шаг смотрите. Нету их в Варшаве, немає в Україні, немає в Польщі. Нет, Покровского вроде бы есть ГИМ, но они, по-моему, как ящики запаковали предметы. А вот эти материалы Покровского которые? Видите, которые в 1890 годах. На 1993 год он все лежат в Вильнюсе, ровно в Брасовской квартире, я могу показать это на вам. Часть лежит, особенно не то, это сам точно дополнительно своего лошадь. Просто не показывали. Лошадь не дайте? Нет, другие памяти там не показывали, что у них начался ремонт, очень долго шел, ящики были, там пытался кто-то смотреть, но, по-моему, так не распаковал. Не, они зараз распакованы, я не уже в отказном заховании, которые московские. Все уже зараз это происходит.
А я про Покровскую стяжку скажу, я могу сказать, що, наприклад, курганні модники Дарського Мазєві, ну, Обса, Скібор, Густі, ну, то, що мені цікавило, яно війні, яно все есть, знову ж розкладається по комплексам. И вельми добре отповедает текстовому писанию Федора Васильевича. Он, конечно, в этих своих подробных текстиках, сколько там фильмов, он был чудовый. Ну, коли нема больше питання, ми ще й тести не зекономили, тоді переходимо до наступного нашего доклада. Вадим Леонидович Язык, события помники белорусского пневмония у зонах аукционов, история учения и науковое значение. Науковый семинар Николай Александрович питание, которое я ставил, выкали потом, видимо, Николай Александрович, где час в конце, да, наприклад, важне питання, наприклад, колекції, наприклад, ці спробувати ставити питання обгортання, наприклад, собі у Національному історичному музеї з тих помників, які зараз на території Білорусі потрібно такое дискуссийное питание. В отношении Николая Александровича погружаюсь, и тут я думаю, что все нам потрібно максимально проводить комплексное расследование, як это робить, кожна свої думки, міркування, для кожного періоду своє. По-разному крутимся, зрозуміло, що многие моменты связаны с финансованием, але это необходимо робить. Кожне з більш старішого покоління розуміє, наприклад, що 80-ті годы, перед 80-х було противніше 90-х, і 80-ті годы були такого фінансування, того проводять певне розслідування, навіть на території, не зв'язані з городами, по розслідуванню таких помників. 90-ті годы минулого століття були більш складаними, приходилося так само зв'язуватися з музеями, але такой возможности для пополнения, накопления новых артефактов 90-х годов практично было вельми мало. После початку 21-го століття, 2002 год, коли було вийшла постанова Совета Министров 651, и у прокурора появилась возможность обследовать территорию поза межами городов историчных центров. У першого чергу Шабітнику з'явилась можливість для серйозного, такого великого накопления новых материалов. И это было связано с обследованием зоны новобудовы. Я покажу некоторые исследования, завязанные на Шабітнику, связанные с белорусским пневмонием. И менавіта при расследовании, которые почались после 2002 года. Только вышла постанова, и первые такие великие разведки отбылись на территории белорусского пневмонии, связанные с зоной будовництва Гродзенской гидроэлектростанции. Под экспедицией Института истории под керівництвом Алены Геннадьевны Колечец, Михаил Михайлович Чернявский, я, Максим Чернявский, Виктор Ясепенко, Виктор Лаковский, мы прошли всю территорию будущего будовництва и ведали ситуацию с верхними террасами, с теми помниками, которые доследуются подчас плановых работ, подчас организации, например, международных конференций, от экспедиций, например, 1999 года мы активно сотрудничали с польскими нашими коллегами, ковальцы, проводили разведки, отмыслово обсуждали с геологами по пошуку помников палеолита. И для нас стало неочевидностью выявление шерного помника археологии на нижних террасах. Каратей закончилась тем, что на археологическую карту на проектный материал было нанесено свыше 30 помников археологии. И 2003 год, и он такой был знаковый, когда нам удалось от организации Родэнерго добиться финансования на раскопах помника Живича-1. Поэтому Елена Геннадьевна Колечец вспоминает время переговоров, и кто
ну, многие из вас были на нем и ведаете, жили. Мы настроили на проведение раскопок где-то там 10 тысяч квадратных метров. Эта территория была засажена лесом. И во связке таких долгих переломов выехали на местность. И стало зрозумело, что провести раскопки на такой площади практично немагчыма. Ну и хочется все, что было и не дозволено. И вот в 2003 году осенью мы провели раскопки на полянах, на вольных от лесопосадки участках, участники экспедиции Николай Николаевич Кривоцевич в 2003 году провел довольно складанные умовы, они зрозумели, что 10 тысяч мы не раскопали навіть наявності певного фінансування. Ми тоді сперечалися довго про вибір методики дослідження. Ми отримали міжнародний сертифікат у 2004 році, отримали результати і експортний прирост для Інституту історії, тобто фінансування у російських рублях, у заміжній валюті. І наступний такий етап, коли не тільки по Білоруському полігону, але і по інших регіонах Білорусі ми зв'язали свою діяльність з обслідуванням зони будівництва газопроводу Ямал-Європа. На території Білоруського полігону це компресорна станція Слонімська. Так само діяльничав Микола Миколаївич при досліджуванні. Ми мали проекты, планы, ну и выбирали методику, как исследовать эту территорию. Шурфовка на разных участках. И в 2004 году мы выявили поселище эпохи позднего неолиту Новоселов. А в 2005 году уже принимали финансирование на проведение раскопок. Раскопки есть поселище на более значной территории. А уже тогда мы были завязаны на объеме финансования, на pracoвной силе, которая выделялась. И вот все эти объемы раскопов диктовались, залежали от выученного финансования. 2005 год, Амурской канал. И мне казалось, что ранее, когда этой постановы мы не имели возможности исследовать зону будову, на которой Московского канала была неведома, не было відомо ни одного помника археологии. Дякуючи тому фінансуванню, удалося провести розвідки і на территории Московского канала на археологическую карту было нанесено 48 помников археологии розных периодов, от континентального палеолита до эпохи средневековья и раннего нового часа. И самое главное, что вот с этого года, с 2005 года, начались такие комплексные экспедиции, когда мы совместно с Белорусским державным университетом организовывали экспедиции. Когда в 2005 году в университете працевал на историческом факультете уже Виктор Бухновский, тому такая комплексная экспедиция с студентами, мы доследовали ось ці помники, які позначені на слайді. Мезолітичні матеріали всі не показували, але так само від фінального палеоліта до бронзового веку. Сьогодні у нас присутнічає молодь, а Московський канал як одна з таких перспективних тем для дальнейшего доследования. Это я помню, и на сегодняшний день все эти истории, которые Московского канала, их можно доследовать, великая количество материалов. В 2006 году мы обследовали территорию Агинского канала. Спочатку разведки, тут присутствующие